Доброе утро, уважаемые телезрители. Я Дмитрий Пивоваров. Это рубрика «Звездный гость». И сегодня мы листаем страницы прошлого. Конечно, мы вспоминаем о тех музыкальных стилях и направлениях, которые главенствовали в Казани. Это были рок-команды, поп-команды. Но такого коллектива, о котором сейчас мы будем разговаривать, конечно же, не было. Это он был единственным и неповторимым. Это оркестр кинематографии, как он назывался, оркестр Виктора Деринга. Достаточно произнести эти магические слова «Виктор Деринг», и все станет понятно. И сегодня у нас в гостях замечательная актриса, певица, первая леди нашего джаза Лиля Чугунова, солистка оркестра. Лиль, доброе утро. Здравствуйте. Вот когда ты пришла в оркестр, был ли такой шлейф тех самых нюансов, которые были связаны с джазом? Что-то запретное, что-то, может быть, такое закрытое? И насколько оркестр Деринга выбивался из общего понятия вообще музыкального направления? Нет, ну когда я пришла в оркестр, там уже закрытый, уже занавес снят был, железный занавес, и поэтому джаз стал доступен. А как я узнавала своих сотрудников, раньше они писали на этих самых... На слюде. Да, записи делали. Вот это мне показалось странным. Конечно, из-под тишка так писали, да. С «Голоса Америки», небось, да, и слушали? Да, «Голос Америки». Я тогда столкнулась с новшеством, потому что джаз для меня это было открытие. Я ее никогда не слышала, не слушала даже, мне как-то неинтересно. Даже негде было, мне кажется. Я об оркестре Деринга узнала только в 18 лет, и то благодаря Сергею Кожевнику, который привел меня к нему. И услышала джаз впервые только от оркестра Деринга. И поэтому вот я считаю, что в мои годы уже стало распространяться джазовое движение. А сам Деринг был человеком прошлого, он был ретроградом в какой-то степени, или он был новатором на те времена? Вы знаете, вот он ретроградом был в свои времена, да, потому что оркестру на момент нашего распада было 45 лет уже к тому времени. И он приехал из Китая ведь в Казань с Лунстремом. Они с Лунстремом создали здесь оркестр, а потом Лунстрем уехал в Москву, и там уже создал свой. А Деринг остался здесь. Ну, он на протяжении всей своей жизни ведь, он был верен оркестру. Он не покидал, не менял профессию свою. Он был одержим джазом. Вот у нас была одна журналистка, она как-то Григорию Арамовичу Гороняну задала вопрос. Вот я слышал, что джаз — это такая запретная музыка, что людей сажали за это, да? Да, вот вас, говорит, не сажали? Ну так, по своей, скажем, наивности. Он говорит: девушка милая, я вас хочу огорчить, меня не сажали. А были такие люди в оркестре Деринга, которые, может быть, пострадали за эту музыку? Да нет, не было таких. Нет, да? Не было. Потому что тогда, вот может, в Китае, ну даже в Китае там никому дела не было для джаза, и поэтому их не трогали никогда. А почему такой оркестр вообще один был? Почему Деринг вот так вот выстрелил так мощно? Это было время такое? Ну, может, потому что он традиционный джаз играл. Ведь ни один оркестр у нас не играл традиционный джаз. А он взял за правило играть традицию. И, может быть, молодец, потому что в традиционном джазе есть музыка, есть мелодия, за что я полюбила его. А вообще вот какой-то кодекс правил чести, поведения был в оркестре? Виктор Деринг, он давал всем пример своим поведением. Он был настолько галантен, он настолько был интеллигентен. Он даже меня на «вы», я 18 лет пришла, и он меня на «вы» называл. Я тогда удивлялась очень, думала: господи, все же, ну, тыкают и тыкают. А это на «вы», это так приятно было слышать. И я уже сама менялась, глядя на него, я старалась быть похожа на него. И называли мы его папой, не зря называли, потому что он был действительно как отец нам родной. Я думаю, что сейчас мы послушаем вкусную музыку с утра. И, наверное, это будет хорошее воспоминание о самом оркестре, о Деринге и об этой атмосфере, которую он создал. Sempre ti vedo certeza e chissà mai mio coração
é que o amor veio uma tristeza, fica magoado demais para o coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Oh, hey. Итак, мы с вами вновь вернулись в далекие советские времена с помощью замечательной певицы, нашей утренней гости Лили Чугуновой. Наша программа продолжается.